У подножия горы Кязи в Джейрахском районе расположилось одно из самых крупных башенных поселений. Бишт переродился. С самого утра жители и гости республики направились туда, чтобы увидеть восстановленное древнее поселение. Ингушские каменные замки в былом великолепии. Процесс трудоемкий и сложный. Более того, это требовало немалых финансовых вложений. Однако это того стоит. Результат труда превосходит все ожидания. Работы проведены за счет мецената. Для нас это большое событие. Наши предки жили здесь как веками. Вот именно наша башня, вот эта, нижняя вот, боевая? Долтук, да, боевая, вот в этом жили именно наши последние, вот до 44-го года. Оттуда выслали, вот оттуда выслали наших предков, родичей, вот так. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве вот этого комплекса, кто сооружал, кто работал здесь. На территории Бишта несколько поселений, а 4 боевые башни как знак для врагов. Вход воспрещен. Реставрация башен, склепов и могильников началась здесь в июне 2018-го. 3,5 года понадобилось строителям, чтобы из развалин восстановить такое архитектурное чудо. Обязательно, да, эти сугур салом мошли, измотик дихана, твоя сикахига болжбона дихан, деларяс холшан, баркал холчан ян, сугур дихан, из дихан салом мошл, царга далиян, из камелда жбенусу, вейдей лилбя болжбоник, цар лилбя болжбоник. Царь сиди он, халуат жбок бьер. Тагын хоз да мыш пол згаска адлаялыш. Пример ер качарга дагыл. Всего здесь отреставрировали более 80 объектов. Жилые, боевые и полубоевые башни, расположенные по соседству с могильниками и склепами. Время беспощадно отнеслось ко всем этим постройкам. И от былых великолепных строений каменного зодчества остались лишь руины. А от некоторых и вовсе ничего. Я вам честно скажу, здесь мы старались все выверить на научной основе, как было раньше. Здесь свои сложности были, потому что этот башенный аул, он возник в 13 веке. Это точно мы установили. Это целый, я говорю, новый пласт нашей истории. Истории не только нашего народа, истории Кавказа, истории Российской Федерации. Компания, которая занималась реставрацией архитектурных памятников, имеет солидный опыт. Они проводили работы на крупных объектах Москвы. Среди них Московский вокзал и отель «Националь». А несколько лет назад приступили и к восстановлению башенных комплексов Горной Ингушетии. Во время раскопок, снятия верхнего слоя земли, наслоений мусора, этих объектов стало уже 88. И, соответственно, на сегодняшний день все эти 88 объектов, они практически восстановлены. Вы сами походили уже по комплексу, видели, что получилось. По историческим данным, здесь было всего 2 боевые башни, теперь их 4. 2 из них мы выявили, одну в верхнем комплексе, одну в нижнем. Также были выявлены хозяйственные постройки и различные другие сооружения. Трудности в процессе, разумеется, были. Логистика Джейрахского района не самая лучшая. Доставлять туда материал накладно. А камни для реставрации привозили из отдаленных мест района. Но когда душа болит за историю и культуру родного края, никакие преграды не страшны. Реставрация сама по себе очень сложная деятельность, да, реставрация, особенно таких памятников, древних памятников, да, при такой степени руинированности, при тотальном дефиците информации, Первые фотографии Бишта, они датируются 26-м годом прошлого столетия, да. Он уже практически тогда был в таком состоянии, вот как мы его сегодня застали, почти в таком состоянии, да. Конечно, очень сложно было. Сложно было с камнем, да, с обработкой камня. Было сложно с каменщиками, которые могли работать с этим камнем и могли делать сухую кладку, которую сегодня не делает нигде в России практически. Да, нет специалистов, они как мамонты, вымерли эти специалисты, да, нету их. Когда-то они, конечно, появятся у нас. Вот.
Мы делали сухую кладку, именно сухую кладку. Ни в Чечне, ни в Осетии, ни в Кабарде такой кладки не делают. Поэтому были проблемы, сложные проблемы были. Но насколько нам их удалось решить, судить уже не нам, да. Мы старались, мы очень старались. Эгикал, Хамхи, Карт, Дуаргишт, теперь и Бишт. Список башенных комплексов, которые обновили, растет. И, быть может, скоро в Горной Ингушетии не останется развалин. На их месте будут стоять каменные замки, как прежде. Так древнее ингушское поселение Бишт отметило свое возрождение. Архитектурный ансамбль готов принять гостей. Нам же остается сохранить это историческое место. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.